Так. С растительным маслом переборщил. Многовато. Пусть прокипит, там лишняя влага. Солнце вышло, блин, так светло стало. Кашу нагрел. Непонятно, что за каша. Получилось как-то странновато. Обычно сухая каша, вот откроешь банку, там как сухая, как камень, блин. А это вообще жидковато. Может, уже срок годности истекает. Может, из-за этого. О, моль прилетел. Так, ладно. Сейчас будем завтракать. С утра чуть-чуть там дома немножко покушал. Улан куда-то ушел. Айду выгнал тоже. Мешается только. Немножко огорчен я, ребят. Немножко я тоже догадывался, что узковато диаметр трубы на... Ну, это моя вина. Тоже, ну, советы давали мне. Это знающие люди, кто всю жизнь с печками, там, буржуйки, может, у кого есть. Так и так надо для буржуйки диаметр трубы, чтобы больше было. Потому что все время там сажа там накапливается, сужается потом труба. А у меня вообще с первого дня такая. Топится, горит, и избушка уже тепло, но не люблю так. Должно все четко работать. Четко работать, тяга должна быть тоже. Буду исправлять. Буду исправлять свою ошибку. Увезу домой, обратно повезем. Переварю все это дело. Самое главное, трубу прикупить и все. Вот. Сейчас будет солнце греть и снег будет таять. Наверное, первое, что я сделаю, это недалеко от избы попробую на рыбалку. Вообще рыба клюет или есть, или нету. Пробовать. Десятки, сотни замечаний мне делают. По всему. Все время ем. Некоторые замечания делают. Много говорю, замечания делают. В принципе, пусть пишут, если что им не нравится. Кому-то не нравится, что не то я ем. Как бы должен я ехать на избу и возить туда самое вкусное, там всяко разное вкуснятины. Но это вкусное я дома ем, ребят. И здесь у меня полевая кухня, понимаете, вот все по-простому. Вот каша, обычная каша. Вот кетчуп я еще сейчас прихватил, на технике приехал, вот и кетчуп с собой, лук с собой. Если я пешком, я столько еды я, конечно, не взял бы.
Главное ничего не забыть. Удочки надо взять. Опарыш, ледобур, термос. Эти шоколадки еще возьму. Он с орехами. С орехами. Вот ты съешь одну и сытная еда тоже. Конфеты. Не, нормальная каша. Сейчас собакам хлеб тоже надо дать. Хлеб дам, а вечером что-то придумаем тоже. Сварю, может, что-нибудь. Все. Я ем. Я, ребята, ем. Буду кушать и пить чай. Включимся уже, наверное, я думаю, может, на реке или еще. Надо еще печку, думаю, перед уходом я печку затоплю. Кирпич пусть немножко нагреется. Вот так. На скорую руку баночная каша, во. Моментально, быстро нагрел, поел и все. Если возиться, варить там, время больше потеряешь. Сходил за водой, ребята. Сейчас поставлю чайник. Я затопил эту печку уже большую. Буржуйку я убрал. Все, ну, изба нагрелась, вообще капитально нагрелась. И вынес вон туда. Ой, даже свалилась он там. Топится. Горячо. Так. Ну да. В принципе, сейчас, ну, он на снегу и все равно опрокинется. Пусть пока тут постоит, он догорит все там внутри. О, жарище-то какое. Айда отдыхает. Айда отдыхает. А, Турлан тоже вон оттуда. Я не знаю, где он был. Побураниться пришел. Дал хлеб им сейчас. Покушали. Да. Так. Я рыболовной принадлежности только взял запасные ножи. Ну и блесна вон зимние такие, крупные. Не знаю, что-то поймаем. Нет, но такие блесны, конечно. Ну, опарыш. Еле-еле нашел, блин, думал, уже потерял. Удочек ничего нету. Вон мои самодельные удочки. Это на крупных балансир. Ну вот такие, смотрите. Вольфрам желтый, оказывается. Уже 2 года, наверное, не рыбачил я на такие удочки. Вот такая мормышка. Но это на Хариуса удочки все. Зимние удочки. Ну и это обычный крючок. Тоже доночная снасть, как-то все сделано. Ух, не помню уже, когда я рыбачил на такие удочки, ребята. Так, тут видно ножи всяко разные. Так, это от ледобура. Так, мне нужна только отвертка. Это я оставлю тут. Это нам не надо. Так, что тут еще? Черпак. Черпак вот такой. Не знаю, сам варил или кто-то другой, не помню. Это, наверное, не помню. Так, ну тут еще 2 этих. Так, это чтобы подправить нож от ледобура. Тоже пригодится. И на жерлицы. Жерлицы тоже, в принципе, не буду брать.
Буду еще таскать их в рюкзаке, нет. Так, ну там нож. Крокодил, это пускай будет. Так, это все будем брать. 4 удочки вполне хватит. До ночной снасти сегодня тоже ничего не буду брать. 3 удочки в принципе хватит. Так, это нам надо. Это в карман, это нам надо. Тут что у нас запас? Ну тут все есть. Мормышки есть, обычные крючки. И на щуку вон такие безделушки еще. Ни разу пока не попадала зимой. Такие блесна. Ну, все это я буду с собой брать. У меня тоже зимнее, оказывается, есть. Это я тоже оставлю. Это нам не надо. Все есть. Значит, лишнего таскать не будем. Все. Еду, конфеты, чай взял. Крючки взял. Подкину сейчас еще дрова и в путь. Надо идти бежать. Тащу такая корыта, смотрите, ребят. Железная старая корыта еще. Сколько уже с ним охочусь. Весь побитый. Весь побитый. Ну, наст пока держит с утра. Хороший наст. И, ну, если что, на обратном пути также буду по ельнику идти. Может, еще успеем по насту. Даже лыжи не взял. Без лыж. Пробная рыбалка такая. Смотрите, сколько шишек. Это хлесты воюют. Это не белки, а хлесты. Вон. Это пробуют, но не шелушат ничего так. Только падают шишки еще. Короче, не раскрытое ничего. Не знаю почему так. Конечно, громко, но для удобства так взял. Чтобы рюкзак, там сиденье. Если что, удочки так закинуть. И все четко. Сегодня еще надо дровишки заготовить. Ну, день длинный. В принципе, если не клюет, мне очень быстро надоедает рыбалка. Я не заядлый рыбак. Так, любитель. Любитель. Попробуем. Только не знаю, как на реке там. Как на реке состояние льда. Но сейчас, в принципе, воды не должно быть на льду. Смотрим. Начал рыбачить. Там одну лунку сделал. А здесь вторая. И вроде как поклевка была. Сейчас попробую еще. Ну, камеру включил. Так, ну она мелочь. Как я понял, такие тычки. Сейчас. Подождем. Вроде как вон, да, поклевки. Да. Угу, играет. Походу мелочь. О, да. Чувствую я его. Чувствую. Вот он. Ой, мелковатые ребятушки. Ай-яй-яй, мелочь. Мелочь пузатая. И смотрите, что-то там еще на спине у него. Какая-то паутина. Давай. Нормально так отпускаем. Плывет. Иди гуляй вообще. Иди, наоборот. Он так. Путается, блин. Да, тут вкус хариуса такой, запах
Запах хариуса в руках стало. Обалдеть. А так. Подождем, может кто-то еще есть. Ну тут мелко, наверное, задерживаться не буду долго. Здесь мелко и надо, думаю, на яму куда-нибудь сходить. Запах хариуса, конечно, уже давненько. Нам иди, айда. Мешать. Да, давненько не рыбачил я на хариуса, уже не помню. Года 2, наверное, уже не ходил на рыбалку. Там открыто все, вон, видите? Вон. Все открыто. Ну да. Один ношенький. Там яма дальше. Там попробую. Лед такой хрупкий. Вот начнешь бурить, там 2 слоя и очень тонкий. Я забыл вот этот, блин. Как же, ну, этот. Железным наконечником палка. Из головы вылетела, как обычно. Опасно, надо проверять, ходить. Ну, сейчас нас держит, пока я буду, ну, по берегу там обходить вот эти опасные места. Все, задерживаться не будем, дальше будем идти. Здесь мелочь, 1 штука, пускай на семена. Пускай на семена останется там, подрастет. В эту осень будем рыбачить, может попадется. Все, не будем задерживаться. Хариус, она такая рыба, а если есть, он сразу уже даст знать, что он там сидит или плавает. Короче, поедем дальше. Да? Вот тулан, я вообще его не наблюдаю. Вот он пошел в лес и один бродит, и может полчаса там бродить или еще дольше. Вообще собака-одиночка такой тоже растет. Интересные повадки такие у него. А этот телохранитель у меня возле меня. Ну, опасность, если будет, даст знать. Надо было хотя бы топор взять. Потому что уже медведи вышли. От нас километров 50, наверное, от силы. Если напрямик по навигатору, там уже следы медведя видели охотники. Не рассказывали, уже все. Наверное, там вырубают лес, наверное, от техники какой. Вышел медведь. Огромный, 30 сантиметров, говорит, лапа. Очень большой медведь. Все, обходим. Первые, там вообще открыто. Днем, наверное, думаю, там вообще будет течь. Туланчик прискакал. Опасненько тут. Туда не лезь. Блюхнешься, блядь. Вот так. И обходим. Стороной обходим. Стороной. Вот и обошли. Первая опасность. Опасность позади. Все. Так. Здесь попробуем. Каждые 10 метров лунку надо делать. Просверлил. Пробовал уже десяток лунок. Где-то 2 поворота уже поднимаюсь. Второе открытое место. И здесь на горку подняться, чтобы я здесь, ну, река поворотом идет. Вон там, недалеко, буквально там 100 метров. Я пойду напрямик. Уже пробую более уловистые места. Как-никак уже не 1 год здесь рыбачу, охочусь. И где, когда что ловилось, все запоминаешь и стараешься в тех местах и дальше рыбачить. Ну а пока тишина, даже поклевок вроде не было. Понимаю, другое дело, если лед не берет. А сейчас пока поклевок не было. Так, ну тут ходить тяжковато. Тяжковато без лыж. Вроде нас держит, и в то же время местам проваливаешься. Солнце вышло.
становится теплее. Так, ну где-то должны здесь таких хороших ям тоже нету. Все, перекаты тут. Так, ну ладно. Где-нибудь надо спуститься и попробовать тут. Рыбачу на червя пока. Пока черви есть там. Штук 5, наверное, червей. Ну, не больше 10. Нашел я. Так. Следы тут. Ну вот и река. Так. Где бы спуститься без опаски. Ладно, сейчас буду разбираться, наверное, обойду там в стороне. Где-то вроде как более-менее берег. Блин, надо было, конечно, палку взять. Это везде тулан уже тут бродил, видно. Его следы. Ну, спуститься это не подниматься. Там тоже все открыто. Фигово дело. Для берега все открыто. И тут течение мощное это же. Так, нам надо ниже. Вон там хоть какая-то яма. Вроде нормально держит. Так, или буду сверлить и пробовать, в принципе. Вот этот перекат хороший тут. Жаль, не зафиксировал. Ну, уйди, иди. Очередная рыба у меня. Ну-ка! Вон, смотрите, какой хариус. Где-то 10-15 сантиметров. Ну, от силы 15 сантиметров. Ну-ка! Уйди! Пускай гуляет. Нифига не ловится. Уйди, тулан. Прискакал тоже. Ну, он. Вообще рыба не берет, не хочет. Даже снимать пока нечего. О, поклевка. Или этот еще спускается, или же поклевочка. Есть, да, поклевка, это была поклевка. Вон поклевочка-то же играет. Ну-ка. Смотрим, что там. Ага, есть кто-то. Да. Ударчики какие-то. Ну, камон. План. Уйди. Такой же, наверное, мелочь. Наконец-то, ребята, одного хариуса хоть нормального поймал. Вон такой здоровый, хороший хариус. Крепыш такой. Активный, бьется. Вот это да. Нормальный ход. Сейчас, может, еще кто-то есть в этой лунке. Подождем. Ну, есть. О, это уже мелочь, наверное, походу. Что-то сопротивление не ахти. Ну, на камеру, конечно, не будет клевать. Как обычно. Он играет, ай, ок. Нет, не мелочь, ребят. Более-менее как-то. Да, не мелочь. Ну-ка, уйди. О, то же самое она. Зацепилась. Фиг знает куда. Все, ушел. Все, мон. Иди, пускай идет. Не наша рыба. Слишком маленькая. И знаете, вот тяжело шло, потому что зацепилась в бок ему, в морду. Ну что, где-то
минут 40, наверное, топтались мы. Оттуда начинали и посчитал где-то 8 лунок я просверлил. Ну, вон оттуда дальше еще ходил, короче. И с одной лунки я 2 хариуса только поймал. Более-менее хорошие. 2 отпустил. Все, больше поклевок нету. И у Айды опять кровь идет из лапы. Ну, я подниму эту вторую удочку. 2 удочками как-то пробовал. И на опарыш, и на червя. Ну, пока только одна лунка мне рыбу дала, и все. Пойдем дальше, сейчас поднимемся выше. Тут я ожидал, что больше поймаю, но, к сожалению, рыба не берет сегодня. Или вообще нету их. Не знаю, что и думать. Но ничего, рыбалка только началась. Дальше еще сходим, посмотрим. Тулан набегался за целый день. Лежит, отдыхает. Тула. Вон он. Сейчас драка была с Айдой. Опять подрались, что-то они делят. Ну, Айда, как всегда, возле меня сторожит свои корыто, блин. И подпускает Тулана. Ну, Тулан тоже уже набегался, видно. Сейчас поклевка была там, на ту удочку. И после этой поклевки уже 10 минут. Непрерывно я смотрю на эти кипки. Ну-ка, Тулан, куда ты полез? Ай-яй-яй. И все, больше нету. Больше поклевок пока нету. Знаете, сколько я уже прошел? Но... Дедли, ты смотри. Ну, катук ты. Да. Ой, упал. Опа. Так. Выходи. Вот так я шевелил, поддергивал. Лапу. У обеих собак он кровоточит. Все-таки нас свою работу делает, блин. Раны получается. У Тулана тоже передняя лапа видно. Кровоточит, и у Айды. У Айды обе лапы. Передних. А? Охрана моя. Короче, не клюет, ребята, сегодня рыба. Ясная погода. Солнечная, ясная. И для клёва тоже вот помеха. Думаю, вот я один раз рыбачил. Ну, это давно уже тоже было. На этой реке Хариус тоже ловил. И более-менее рыба брала. Вот так проясняется. Потом неожиданно туча придет, там снегопад начнется. И тот день более-менее рыба клевала. А сегодня полная ясная погода. И, ну, уйди туда. Ясная погода. И ветер, сильный ветер, мощный ветер. Наверное, порывы до 14 метров в секунду. И для клёва, конечно, что-то не то. Но сегодня порыбачим, думаю, еще в планах завтра попробовать, может, что-нибудь поймаем. Не знаю. Сегодня только 2 рыбины поймали.
Ну, попадались мелочи, отпускаю. Мелочь брать не будем, слишком мелкие. Хотя бы средние, если попадутся, тоже буду брать. Ну, средние, я не знаю, по сантиметру сколько там. По закону сколько там допустимо. И они законы меняют там, блин. Вот. Ну, на жарко это наберем, думаю. Да, наберем. Тулан ложится. Хочет отдыхать тоже. Все.